рандомный робопес, который сначала кажется приемлемым и пытается ворваться в наше доверие, но на самом деле это робопес, который запихнули в тело, у которого больше IQ, чем у всех людей вместе взятых. Но не будем о грустном, потому что нам придется его грохнуть. И да, я беру эти сюжеты прямо из конца, чтобы вы досмотрели эти моменты прям до финала. Но, возможно, вы досмотрите, а возможно и нет. В общем, вот это робопес, прототип Eve LQ84i, и это в 5-й часть Metal Gear Rising Revengeance. Погнали. Metal Gear Rising Revengeance. Вообще, мы остановились на чем мы там остановились? Поначалу направлялись вглубь материка в пункт наслаждения. Свяжись с нами по кодексу, если потребуется помощь. О, теперь у нас на Shift более медленный спуск. Стоп, это Райден, не на месте. Парень, это Райден. Рад слышать, продолжайте путь пешком было бы самым решительным решением от Смолева или Ктакана, поскольку он воздух. И как нам бы хотелось, чтобы наш дорогой новенький самолет был поврежден, да, МК, недешево решился товарищ. Будь наготове в соответствии с разведочными, ты будешь готов столкнуться с кто-то киборгами, если они угрожают тебе снарядами. Это может вызвать затруднения. Понял, но все же некоторых сражений не избежать. Мне нужны электролиты для восстановления. Да, это не задание, это мгновение. Ты не от необходимости прятаться и избегать боли. Просто не будь безрассудным. Береги себя и не отвлекайся на свои миссии. А что скажет Кевин? Похоже, здесь зона боевых действий. Творец быстро опустил, когда люди Талзаева последние. После этого все улицы стали довольно пустыми. Мы определенно видим несколько жертв. Повезло, большинство выбралось из города, пока не стало слишком влажно. Они получили контроль над всем городом и используют все чувствительность для обхода. Именно поэтому все так происходит. Помните, я сдал воды контракт, некий большинство для это будущая работа. В теории ты уничтожаешь всех командира, и они должны избежаться это довольно быстро. Кортни, как у нас дела? Своих славно хорошо. GPS сооружены, канал передает отлично. Расход энергии чек. Уровень повреждений, норма, кровяное давление, мозговые волны, уровень сахара, нормально. Но со всеми этим оборудованием дармонетологи я получаю больше представления о картине. Во всяком случае, я буду сохранять твои данные автоматически, если произойдет. Но если ты можешь заходить в любое время, я понял, рад слышал, хоть это не изменилось в моем теле. Ага, мозговая система без изменений. Так, хочешь сохраниться? Ну, давай сохранимся. И сохранение завершено. Понял, рад слышать, что с тобой все хорошо. Надеюсь, в Африке не будет слишком много работы и не говорит жалко, что должно быть достаточно для такой работы. Это сработало против любых стандартных военных. Я все спрашивал себя, где Франция и антинами разбазывалась, чтобы нанять киберков. Это как раз и не складывается. Может быть, ее упустила некоторые разведанные исследователи будут невнимательны. Может быть, ее реагировала для быстрее, кондировала лучше, не знаю. Мне не следует так думать, Кортни, это не наше дело. Сделала все, что могла. Оставь это и двигайся дальше. Тарас, спасибо. Отлично. Давайте посмотрим, что такое у доктора. Рейден, я желаю твоего обзора возможности твоего нового тела. Понял вас. Продолжайте, да.
Как мы уже говорили, теперь ты означен двумя новыми рефлексивными способностями поглощения топлива электроэнергии и самостоятельного посредством изъятой нанокасты. Точно. Во-первых, поглощение электроэлитов это самое простое. Так как твой клинок соединен напрямую с топливными элементами, просто возьми его. Скажем, ты мышечное волокна ужасного кожи. Таким образом, ты перезарядишь топливные элементы довольно элегантно, так считаю. Да, до сих пор все было круто. Но процесс восстановления намного более интимный, точнее, более грязный. Вероятно, ты скажешь... В большинстве военных киборгов запас восстановленного напасти заключен внизу их живота. Значит, извлечь ее, вскрыть их, используя зондацию, разрежь хватай, другими словами. Правильно, но извлечение всего лишь остается разделить яркость в руке, чтобы поглотить восстанавливающие средства. Имею в виду, что это весьма деликатно, если емкость ударится о землю, человек, который вытечет наружу. Она, конечно, восстанавливается зарядно, но намного хуже, чем если бы ты взял ее, напрямую из противника. Нормально. В принципе, нужно разрезать части до того, как она упадет на землю. Да, это ужасно, понимаю, но американцы наслаждаются видом крови. Так ли? Я могу быть родной гражданином, но в действительности я никогда не думал о себе как об этом. Но тогда, думаю, это понять учитывая твою историю. Тогда кем ты ведь не относишь себя к либеральцам? Я себя никому не отношу, никому, ни к нации, ни к этнической группе. Я принадлежу сам к себе. В любом случае принадлежу к куче ужасных... Того, что эти спорт-фильмы были популярны в Германии, России, Японии. Это везде. В общем, везде, кроме стран, пострадавших от войны. Знаешь, с чем связано это совращение в наших странах? Желание почувствовал страх, вкусить смерть на безопасного расстояния. Эти фильмы позволяют зрителю обманывать себя и думать, что страхи предельны. Это... Ладно, Док, я понял. Все. Давайте оставим лекции по психологии на другой раз, хорошо? Ух, как много текста. Кастомизация, это кастомизация, VP-миссия, это VP-миссия, я уже понял, что это такое, разобрался. А что случилось? Почему теперь он не окрашивается в синий цвет? Что? Кот. Давайте отточим свои навыки на коте. Давай. Давай, кот. Кот тут намного лучше. Бежим. Бежим вверх по лестнице. Бежим, бежим, бежим. Точка сохранения. Сейчас тут что-то явно будет. Вот и правда. Киборг. Эти плохие человеки используют способ стыдаться. Неплохая попытка, но против такого глубину, это совершенно бесполезно, чтобы парировать, используется в сторону, что X. Да, в общем, понятно. Так, давай. Да, F. Выкуси. Давай. Я надеюсь... Ай, блин. Давай. Давай. Удар за ударом, удар за ударом. Мы наносим по этому киборгу. Я хочу нано поставить. Хоть это и немного, но это честная работа. Взрыв. Удар! Блин, у меня уже был шанс. Отлично! Прямо изнутри. Удар.
Неплохо. Дай. О, мы тут рубили всех и стоим по колено в трупах. Как ощущение? С таким телом я делала кого правда с закрытыми глазами. Разведка не преувеличила на счет в количество киборгов. Ты же не знаешь, как быстро технологии распространяются. С этими синтетическими мускулами любая река превращается в кувалду. Какой же солдат против такого выстоит? К тому же киборги это все еще люди, живые мыслящие люди. В этом случае риск побочного ущерба минимален. И не забывай про PR-компанию. Они старты начнут в русский залез. ЧВК это же не против. Да. Да, они внесли ЧВК в специальный список жертв. После спонсирования исчезнуть военным нужно конкретное время, оно уже у нас есть. В некотором смысле киборги есть войска СП, но под другим названием, только они сильнее и менее предсказуемы. Но это заставляет противника, где же Деспирадо находит этих ребят. Я по них плакать точно не буду, они просто ходячие торговые автоматы. Верно, торговые автоматы полные плоти. Легче Дракула. Они так же, как я не говорил, они все еще люди. Люди, которые терроризируют, убивают невинных за деньги. Они превратили свою судьбу в кошмар. А я просто женец. Чё? Слишком жестоко, Драйден? Даже для тебя? В любом случае, все нормалек. Пора приземляться за работу. Все сеть милым. Верно. Ну вот, мы завершили эту битву на ранг Б. Ну ладно, давай. Обучение зондации теперь доступно в BP-миссиях. Но мы пока останавливаться на этом не будем. Мы сейчас просто проходим игру. Райден, это Борис, для остановку, чисто никого в поле зрения. Хорошо, давай вкратце повторим твой маршрут. Как я уже сказал, вражеская штаб-квартира находится на заводе, распространенной также в области пересылку со спутником. К тому же тут Мистраль, это один из капитанов Деспирадо, и так я пройду через город, пересеку мост, ведущий вторую часть города, затем направлюсь к задней части завода. Однако, думаю, предупреждены нас, возможно, они ожидают тебя грозит прием в старом городе. И не теряют бдительность. Ну, давай. В этом городе все еще есть гражданские, это нехорошо. В общем, тут у нас есть стелс, и т.д. и т.п., ящики, в которых содержатся нанопасты, иногда это граната. Ну ладно. Блин, у него такого эпичного сражения. Это вот просто было самое эпичное сражение, которое вы могли видеть. Какие-то киборги. Ну ладно, давайте тогда обойдем их с другой стороны. Вот я и пошел их с другой стороны, но, по-моему, это не работает. Придется биться с ними в настоящем бою. Это так не работает. Да, я не смогу на них напасть в засаде. А там я уже был. Не надо туда. О, гранат. Здесь, по-моему, куда-то можно залезть. И это мне очень кажется. Нет, мне не кажется. Нет, мне кажется. Мне просто кажется, я не могу залезть на это здание. Ну ладно, тогда придется бежать на них. Ей. Ой. Управление перекосило. Ну, тогда идем в частный бой. Аккуратно. Аккуратно.
спины. Давай, бежим. Они этого не ожидают. Это еще что за корова? Это реально корова, она мучит. А может быть это бык? Да, это бык. Ногой не пинайся, это больно. Да. Давай зандацу. Ну, блин. Давай делаем задачу. С одного удара. Отлично. Как тебя победить? Ну ладно. Мне кажется, из этих челиков ролики. Ай, блин. Удар. 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 Быстрее надо освободиться. Так, блин, у меня 50%. Это нехорошо. Попасть. Попадай. Да, попал. Отлично. Зандацу. Ай. Ну ладно, тогда остался лишь ты, быка-корова. Металлическая быка-корова. Наблевала? Что тебе надо сделать? О! Ой, блин. Я немного не понимаю, как тут ставить блок? Вот так. Просто жми на атаку, тяжелые атаки. Да. Ай! Мы освободили ногу. Наконец-то. Трей, кликай, отлично. Отлично, теперь надо быстрее попасть в... уже не получится. Забудьте. Все, сейчас. Ну ладно. Не о чем-то их хотелось. Так. Отлично. 675, 675, 900 и ранг битвы С. В общей сложности 3600 очков. Давай! Очень хорошо, Райден. А сейчас продолжает двигаться к заводу. Точка спавна. Можно сменить дополнительное оружие. Так. У меня больше нет восстановительной нанопасты. Зато есть гранаты. И что же мы можем сделать с помощью этой гранаты? Ну да, гранату можно бросить. Но как нам это поможет? Попробуем кинуть. Нет, нас заметили. Да это никак ему не снесло защиту. Блевал опять. Наблевал. И дерешься только ногами. Давай. Оп. Посмотрите пока. Я пытаюсь уничтожить их. Вау. Не получилось сделать зомбацию. Жаль. Ладно, этот киборг, возможно, будет без какой-то защиты. У меня не хватает энергии. Это жаль. Да как ты смеешь? Бить меня. Подавись. Наконец-то. Это, блин, что за фигня? Ай. Удачи. Понятно, у меня осталось мало хп. Дынь. Вот это удар. Райден. Райден. Это не надо так орать. Придется перезапускаться. Очень хорошо, Райден. Сейчас продолжает двигаться к заводу. А что если мы нападем
на этого корову-быку из-за спины. Такого он точно не ожидает. Да, и будет меньше робота-коров. Да, блин, не получилось. Ладно, тогда я справлюсь сначала с тобой. Ай. Плохая, наверное, идея. Но я неуправляемый. Ай. Я тебя уничтожу, даже если мне потребуется на это миллион лет. Блин, нас задело. Быстрее двигатель. Ура, отлично. Нас растерзывает и наносит несовместимый с жизнью урон. Мне не получается сделать то, что называется дополнительное оружие, потому что у меня один удар, и я пропал. Нет. Нет. Нет, мы не Райден. Хорошо, Райден, очень хорошо, Райден. Ты сейчас продолжайте двигаться к заводу. Сменить дополнительное оружие. Давай. Вытащи! Ура! Но наконец-то мы уничтожили эту срань. Наконец-то. Да, блин. Еще один череп. Но тогда и тебе придется уничтожить Зандацу. Я потерял и так очень много здоровья и сил. Мне не будет мешать еще одна подзарядка. Давай тогда уничтожим еще одну корову-быку. Давай. Итак, стреляй из РПГ. Не стрельнешь ты из этой твоей пуколки. Да я в тебя стрельнул. Ладно, давай тогда. Ну, когда же эта уже битва закончится? Давай, уничтожайся. Быстрее. Уничтожайся. Не буду тебя торопить. Все, я могу уже его уничтожить. Это, похоже, последний на этой карте, кто остался. Тогда я вынужден тебя победить. Давай. Но задаться не получилось. Жаль. Ну, давай сменим дополнительное. Ладно, не надо сменивать дополнительное оружие. Все равно не получится. Райден, стой, мы засекли передачу сообщений неподалеку от тебя. Но это чисто текст, скорее всего, вражеский терминал данных. Проверь его, возможно, мы получим некие разведывательные данные. Перевал, так как перевал. Новая BP-миссия доставлена в игру. Вы можете ее получить в BP-миссии. Но нет, мы не хотим такого.
Давайте. А! Кат-сцена! Но вроде бы не предвещает ничего беды. Что вдруг? Приветствует киборг! Покажись! Принципила! А вот, есть интерес. А, как обидно. О! Рабопёс! Как ты смеешь так это делать? Кто ты вообще такой? Я продаю тип FLQI. Прототип. У меня хороший высокий искусственный интеллект. У меня очень хорошо получается в коммуникации, в отличие от каких-нибудь людей. Да ладно. Тогда в чем смысл жизни? Почему мы здесь? Почему я здесь? Я здесь, чтобы тебя грохнуть. Вся? Ты как-то слишком... Ты что-то не договариваешь. Если я слушаю их прямого приказа, моя память будет стерта. Я должен уничтожить тебя. Что хорошего в интеллекте, если ты не можешь даже его использовать? Твои насмешки бесполезны. Уничтожить! Меня не уничтожить. Я Райдер. Я не уничтожим. А давайте теперь подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И возможно на следующий раз мы продолжим. Давайте наберем рандомайзер включен. И давайте наберем 6 лайков. Давайте. А это будет уже в следующем видео.